Сегодня в Душанбе проходит мероприятие высокого уровня «Консультативная встреча глав государств Центральной Азии». Это международное мероприятие широко освещалось отечественными и зарубежными журналистами. В пресс-центре мероприятия, организованного в Национальной библиотеке Таджикистана, журналисты смогли подготовить репортажи и другие новостные материалы, используя предоставленные хорошие условия. Стоит отметить, что это международное мероприятие освещает более 500 отечественных и зарубежных журналистов. Пресс-центр был оснащен рабочим оборудованием, в том числе компьютерами нового поколения с высокоскоростным подключением к интернету, международными телефонами, канцелярскими принадлежностями для журналистов и другими необходимыми принадлежностями, которые с раннего утра были в распоряжении журналистов. Хорошие условия работы в этом центре особенно отметили представители зарубежных стран. Мы, казахстанские журналисты, были, конечно, очень рады, когда увидели условия, которые для нас создали в пресс-центре. Для каждого отдельный компьютер и скорость интернета очень хорошая, что немаловажно, потому что материал нужно очень быстро отправлять из одной страны в другую, и скорость интернета иногда бывает решающей. Также здесь очень много различных ресурсов можно найти, местных, в которых также очень много интересной информации. Но если мы, конечно, устанем, чуть поодаль для нас подготовили чай, кофе, сладости, в общем, очень приятно, можно и поработать, и отдохнуть, и, наверное, вот этот симбиоз, он позволяет делать аналитические или интересные материалы. В общем, спасибо за все. Здравствуйте, меня зовут Камран Гасымов, я представляю аналитический информационный центр РЕАЛ, в Азербайджане РЕАЛ ТВ. Мы здесь участвуем, так как наш президент участвует в этом заседании. Естественно, могу сказать в прямом смысле, что все на высоком уровне. Интернет, например, в кратчайшие сроки мы можем обеспечивать отправку материалов, видеофайлов большого размера в Азербайджан, чтобы наши смогли работать и создать материалы. Еще компьютер базирован, потом LED-монитор, который здесь поставили, это нам дает полную возможность, чтобы видеть и записывать одновременно, анализировать, информировать наших коллег в Азербайджане, так как у нас есть центральный штаб, мы отсюда даем информацию, мы выходим в прямое подключение. И еще место, я думаю, что выбрано очень хорошо, так как здесь очень хороший уют, даже есть скейтеринг, можно воспользоваться. И вы знаете, то есть создание такого уюта, таких подобных форумах, подобных мероприятиях очень важно, чтобы журналисты могли заниматься только творчеством, только информацией. А я думаю, что все организовано опять-таки на высоком. Еще какие-то проблемы, например, если возникает ваш персонал, здесь персонал, который здесь находится, они быстро реагируют и помогают нам все это решить вовремя. Здесь журналисты наблюдали за саммитом в прямом эфире на 2 больших мониторах и узнавали о мероприятиях, проводимых в рамках встречи. Визиты и встреча глав государств также транслировались в прямом эфире пресс-центра. Мероприятия организованы на высшем уровне. Спасибо организаторам, оргкомитету. В данном пресс-центре все нас устраивает. Считаю, что все мероприятия проходят в рамках подготовки на высшем уровне организаторов мероприятия. Надеемся, что само мероприятие пройдет в духе братства, добрососедства и взаимопонимания лидеров стран Центральной Азии. Следует сказать, что Республика Таджикистан имеет достаточный опыт организации подобных международных конференций. Ранее в нашей стране были проведены мероприятия высокого уровня с участием сотен журналистов внутри и за пределами страны, которые дали значительные результаты. Очередная конференция «Консультативная встреча глав стран Центральной Азии» также была освещена журналистами на необходимом уровне. Надо сказать, что этот пресс-центр и 15 сентября продолжит работать в таких же хороших условиях, потому что завтра в Душанбе пройдет еще одно международное мероприятие – Совет глав государств учредителей Международного фонда спасения Арала. Поэтому представители отечественных и зарубежных СМИ останутся здесь еще на 1 день и будут готовить свои репортажи.